Рынок больших данных и бизнес-аналитики – один из самых динамично растущих в мире. Прогнозы утверждают, в ближайшие годы он будет прибавлять 12% в денежном эквиваленте и к 2022 году перешагнет отметку в $250 триллиона. Умение работать с данными, не просто их анализировать и понимать, какие сведения нужны и какие можно использовать для решения тех или иных проблем, стало еще одним важным навыком современности. В этом выпуске о теме, которую еще не все понимают, но которая уже стала одной из самых актуальных в целом и для бизнеса в особенности, поговорим о данных и аналитике. Capital продолжает эфир, не переключайте. В этом году рынок больших данных и бизнес-аналитики достигнет почти $190 миллиардов и вырастет на более чем 13% по сравнению с 2018 годом. Таков прогноз международной исследовательской консалтинговой компании International Data Corporation. Ожидается, что темп роста отрасли в ближайшие 5 лет будет держаться на отметке 12%. Если прогнозы сбудутся, то в 2022 году объемы рынка перешагнут за $270 миллиардов. Открытость данных повышает и инвестиционную привлекательность страны. Знаете, есть достаточно хорошая такая корреляция, что страны с наивысшим индексом открытости данных – это страны с наименьшим индексом коррупции. Чем больше данных, чем больше они структурированы, чем больше они понятны для инвесторов, тем лучше, тем легче анализировать именно сектор. И при притоке инвестиций инвесторы прежде всего смотрят, какие данные предоставлены. Это нужно для составления бизнес-планов, для составления техническо-экономических обоснований. Без данных очень тяжело именно, то есть получается система она является нетранспарентной, непрозрачной. И добросовестные инвесторы очень тяжело идут на те условия, где нет открытых данных. И поэтому в прошлом году, 2 года назад, получается, Кыргызстан вошел в партнерство, то есть Open Government Partnership, то есть открытое правительство, когда оно взяло на себя обязательство открывать государственные данные. Данные, конечно, в стране есть. У нас есть огромный институт, да, Национальный статистический комитет, который генерирует огромное количество данных и неплохие данные. Вопрос лишь стоит в том, что мы собираемся делать с этими данными. Потому что зачастую у нас до сих пор работа с данными в большей степени идет в таком старом советском, так сказать, формате, когда данные очень агрегированные. Агрегированные данные — это значит обобщенные, которые дают тебе большую картину, но не дают тебе детальную картину, не дают тебе основу для анализа причинно-следственных связей и не дают тебе основу для выстраивания каких-то гипотез этих самых причинно-следственных связей, и сложно увидеть даже какие-то корреляции. В прошлом выпуске мы рассказывали об Эркене Адылове и его компании Behavex, оказавшейся в топе мировых финансовых новостей. Behavex предлагает платформу на базе искусственного интеллекта, которая отслеживает, собирает и анализирует данные о поведении людей, чтобы помочь огромным финансовым компаниям решать проблемы утечки информации и финансовых махинаций. Это лишь один пример, как бизнес решает свои проблемы через аналитику данных. Так что такое большие данные или Big Data? В отчете McKinsey Institute большие данные – новый рубеж для инноваций, конкуренции и производительности. Большими данными называют те данные, размер которых превосходит возможности типичных баз данных, которые заносят информацию, хранят ее, управляют ею или анализируют. Big Data от традиционных баз данных отличается большим объемом информации, скоростью обработки данных. Например, алгоритмы Facebook или того же YouTube обрабатывают данные миллиардов пользователей, анализируют их и не просто интерпретируют, но еще и реагирует на каждое действие каждого пользователя, помещает это действие в нужное место, причем обработанные данные должны быть доступны каждому, так как соцсети промедлений не терпят. И Big Data обрабатывает разнообразные данные, не только цифры и локации, но и поведенческие модели, как в примере с компанией Behavex, которая предлагает финансовым институтам отслеживать поведение сотрудников и трейдеров, чтобы вычислить, где может быть утечка информации или финансовые махинации. Можно анализировать привычки, как делают крупные торговые сети
сети в мире, когда по изменению привычек можно определить, что важного происходит в жизни покупателя, например, беременной жизни женщины или изменение привычного уклада жизни у любого из клиентов. Причем приходится анализировать крупные, сложные, часто неструктурированные данные. Пример неструктурированных данных – это тексты, которые могут содержать что угодно – цифры, даты, факты, тенденции, события, любую другую информацию. Существуют различные предположения, что именно в неструктурированных данных содержится от 70 до 90% всей потенциально полезной деловой информации. То есть бизнес анализирует различные данные в совершенно разных целях. Сохранить старых клиентов и привлечь новых, увеличить продажи, предугадать потребности клиента и зачастую не просто решить какие-то проблемы в компании, но предпринять меры, чтобы эти проблемы не возникали. Собирать и обрабатывать, в принципе, можно любые данные, но сейчас одна из основных проблем, по крайней мере для нашего бизнеса, отсутствие понимания, какие данные на самом деле нужны, какие могут пригодиться и как данные о совершенно разных явлениях могут раскрыть картину, проблему и перспективы. Не зря говорят, аналитическое мышление становится одним из главных навыков, необходимых современному человеку, но у некоторых коммерческих компаний уже есть большие массивы интересных данных, и они могут делиться с другим бизнесом. Как можно это использовать? Масштабными базами данных, которые мог бы использовать бизнес, владеют мобильные операторы и банки. Оператор связи знает своего пользователя наизусть. Где он бывает, где живет, где работает, как часто и как долго посещает конкретные точки. Банк знает другое, в каком месте человек совершает покупки, на какую сумму и в какой товарной категории, а также возраст и доход. То есть большим массивом, большими данными обладают у нас в Кыргызстане банки, коммерческие банки, которые у них есть большой реестр данных, и мобильные операторы. То есть именно эти два сектора экономики являются холдерами той информации, то есть бизнес-информации, которая действительно интересна для бизнеса. Давайте возьмем мобильный оператор, они могут делиться о перемещениях людей. Когда в нашем городе, какие точки активности в нашем городе, какая городская мобильность, в какой зоне, например, есть экономическая активность в определенные часы. То есть они могут делиться этими данными. Эти данные очень важны для геомаркетинга, то есть географического маркетинга. Когда, например, бизнес думает о открытии новых точек для своего бизнеса, можно купить пространственные данные. Когда есть координата того места и есть атрибутивные данные. И когда можно эти данные получить, проанализировать и визуализировать, и показать, например, что здесь очень много людей, то есть ваша потенциальная целевая аудитория, и, в принципе, эта точка будет для вас, то есть очень такая прибыльная точка. Аудио, видео, тексты, фотографии, географические координаты, записи в соцсетях, длительность телефонного разговора с клиентом – все это данные. Если бизнес не может собрать и проанализировать эти данные самостоятельно, он может купить их у другого бизнеса, который обладает нужной информацией. Эти данные деперсонализированы. Компании не распространяют информацию о конкретном человеке, а продают данные о сегменте аудитории. Сейчас очень важно именно, чтобы сам бизнес, тот бизнес, который обладает данными, также делился этими данными, также предоставлял эти данные, например, государству, также научился структурировать эти данные, собирать эти данные и научился продавать эти данные. Например, есть самый простой пример, когда ТУГИС, городской информационный сервис, покупает данные у таксистов, то есть у операторов такси. Таксисты обладают, то есть операторы такси обладают массивом данными, они записывают треки передвижения по городу. И тем самым ТУГИС покупает эти данные, показывает именно пробки, уровень пробок, уровень именно городской мобильности в определенные часы. Это также вот именно, и это и есть такая коллаборация бизнеса, которая взаимовыгодная коллаборация между бизнесом, когда они делятся данными, и в итоге это все получаются в плюсе. Многие предприниматели, открывающие новые точки продаж, собирают сейчас данные, делая зрительные замеры. Даниар так открыл кофешоп. Самый первый вопрос, да, это встал даже не само кофе, не само оборудование, не бариста, где она будет располагаться. Мы открылись, во-первых, в той кофейне, где она уже была. То есть мы просто взяли эту кофейню под себя, то есть его сделали ремонт. Мы сами изначально для себя, кстати, уже ставили момент, что это просто точка экспериментальная. Вторая точка, она должна быть уже на том, чтобы мы должны были на нем брать и зарабатывать. Соответственно, через месяца 2-3 выходит точка номер 2, это советская Бакамбаева.
Это где за 8 часов, это вот утро, день и вечер, да, то есть проходит возле этого места где-то 11 тысяч людей. То есть это очень много людей, и хотя бы там процентов 1-2, если зайдут к тебе в твою кофейню, да, то это уже как бы они тебе сделают, кстати, нормальную, кстати, выручку. Мы сами сидели и считали по утрам до обеда. Мы посчитали и, кстати, вечером. Ну, это как бы ты сидишь, один сидит с того края, другой сидит с того края, и сидели, считали. Раз, два, три, четыре. То есть как бы все, кстати, вручную, так сказать. Прям вот таких гениальных инструментов не было на самом деле. Бизнес всегда накапливает информацию. Данные о конкурентах, о клиентах, о рынках сбыта. И кто лучше извлекает прибыль из полученной информации, те получают конкурентное преимущество. Владельцы информации, те же сотовые компании, готовы предоставить деперсонализированные данные. Правда, кыргызский бизнес не изъявляет желания покупать его. Но когда заходит речь о том, что кто-то будет распространять данные, у людей возникает опасение, что компании, знающие их персональные данные, адреса, номера карт и прочую личную информацию, могут распространять ее. Но есть закон о защите персональных данных, он обязует держателей таких данных деперсонализировать сведения. То есть, как бы странно это ни звучало, но личность в больших данных, по идее, стирается, и человек становится лишь единицей в определенной группе данных, собранных по полу, возрасту и, может быть, заработку. Более того, большая часть утечки данных происходит из-за человеческого фактора. Мы однозначно должны выстраивать политику того, чтобы данные, персональные данные, это однозначно закрыты, но даже те данные, которые могут навести на определенного человека, они тоже должны быть, конечно, в таком агрегированном формате, да, то есть чтобы я не мог на основе каких-то косвенных данных получить информацию о вас, ту информацию, которую бы вы не хотели делиться. Да, где вы живете, сколько вы потребляете, сколько вы зарабатываете, куда ходят ваши дети в школу там, и так далее. Да. Понятно, такого рода информация, она должна быть абсолютно закрытая. Если говорить о хранении данных, то этот вопрос мы разделим на два. Один из них – это такой больше инфраструктурное, когда, значит, утечка или потеря данных может произойти на уровне серверов, да, на уровне инфраструктуры. 80% потерь – это человеческий фактор, то есть то, что можно было предупредить и сделать, да, заранее. Что касается, скажем, уже воровства и тоже со стороны, скажем, пользователей данных, да, там в организации работают сотрудники, там, начиная от директора, секретаря, там, аналитиков, инженера, да, все имеют доступ к своим программам. И это тоже глобальная статистика. Примерно 80% утечек происходит внутри компании. Из этой организации кому-то дают взятку и просто на флешке уносят данные, которые им нужно. То есть это происходит в 80 случаях из 100. О защите персональных данных говорили много и на конференции DataCon Central Asia о том, какие требования по использованию данных предъявляет, например, Евросоюз. Почему это важно? Потому что если у компании есть партнерство со странами Европейского Союза, то они тоже должны следовать этим нормам. Корпоративным стратегиям управления данными была посвящена целая сессия конференции. Предлагаем вашему вниманию основные моменты этого обсуждения. Сбербанк – это достаточно крупная структура, состоящая из множества банков, множества сфер бизнеса, поэтому, в общем-то, было очень много хранилищ данных разных, они не были систематизированы. Ну, тренд такой, все говорят big data, но на самом деле большинство из компаний, даже очень технологичных, не научились работать еще со small data. И вот мы в бизнесе, в общем, провели там определенные исследования и поняли, что там самых элементарных данных, будь то там паспортные данные, контактные данные, имейлы и телефоны, да, для хотя бы правильной коммуникации с клиентов, даже в них у нас есть определенные сложности. Мы задумались о том, что нам хорошо бы подойти к этому вопросу системно и попытаться
выстроить целый процесс по сбору этих данных, их стандартизации, приведению к общему знаменателю, чтобы такие ребята, как дата-сайентисты, дата-инженеры и дата-аналитики смогли эти данные правильно обрабатывать и строить на них действительно качественные модели, и строить качественную статистику и прогнозы. Очень много, на самом деле, каналов поступления данных, и всех их необходимо систематизировать по определенным критериям. У нас получился вариант такой, там есть внутренние и внешние, физические или диджитал каналы. В каких-то мы данные можем проверить, в каких-то не можем, в каких-то мы их легально получаем, в каких-то нелегально. Первый шаг заключался в том, чтобы систематизировать все каналы и понять, какого качества данных из этих каналов мы получаем, и что мы можем сделать, чтобы это качество улучшить. В основном все сводится к тому, что если у нас есть данные какие-то о клиентах, и мы хотим их как-то использовать, мы должны получить на это согласие клиента. Поэтому этот элемент очень важным является в нашей системе, потому что он определяет, вот эти данные мы можем использовать, а вот эти нет. Если у нас нет согласия, значит мы можем, в общем-то, попасть под какую-то статью определенную. Ну, например, там клиент в мобильном приложении указывает свой номер водительских прав, да, чтобы оплатить штраф. Очевидно, должна быть какая-то маска ввода элементарной подсказки для клиента, чтобы он понимал, что от него требуется. Иначе будет ввод какой-то беспорядочных символов и цифр, и, соответственно, отсюда идут, что данные некачественные, разного формата и так далее. Поэтому первым делом мы начали смотреть по каналам и делать какие-то подсказки, системы контролей. Мы поняли, что нам нужно разработать определенный модуль, который бы помог автоматически данные приводить к нужному формату. Ну, например, телефон. Телефон можно увести по-разному в Российской Федерации, во всяком случае, без кода города, с кодом города и так далее. Так вот, нужен был такой модуль, который бы автоматически сам добавлял код города, код страны. Если чего-то не хватает, тогда бы он автоматом отправлял ответ в канал и спрашивал, что уважаемый клиент или сотрудник, который вводом занимается, не хватает таких-то данных. Я думаю, для государственных органов он тоже актуален. У нас очень много баз данных различных. Соответственно, об одном и том же клиенте есть данные в различных... то есть, грубо говоря, на каждого клиента есть профиль в разных баз данных. А нам необходимо для того, чтобы строить бигдату и обрабатывать, делать нормальную аналитику, необходимо все это склеить в одно. Соответственно, нужны были определенные правила дедубликации, по которым мы были 100% уверены, что это все об одном клиенте. Нужны были управленческие отчеты, какие-то еще инструменты, которые бы говорили, вот здесь у вас всплеск, вот здесь появились жалобы, клиенты жалуются, что вы не знаю, например, коммуницируете некорректно, потому что телефон неправильный, ну и прочее. Вот дата-инженеры — это те люди, которые готовят данные, а вот дата-стюарды — это те люди, которые следят за процессом, что данные собираются, содержатся в правильном формате, качественном, и если видят какие-то отклонения, они подсказывают бизнесу, что нужно исправить в процессе. В помощь всей этой автоматизации системы, элементы взаимодействия как с клиентом, так и с сотрудником, который, например, с клиента данные собирает. Придумали различные вещи, геймификация, да, чтобы мотивировать как-то и материальные, и нематериальные, и сотрудников, и клиентов, чтобы нам данные оставляли. Причем тут речь уже не только о телефонах. Например, нам важно было запустить какой-то новый продукт. Вот я уже пример привел. Оплата штрафов через мобильное приложение в банке. Мобильное приложение тебя самостоятельно уведомит о том, что у тебя есть штраф. Мы включили систему мотивации, которая быстро выводила, например, баннер, рассказывала, почему это важно, как это поможет клиенту, как облегчит его жизнь, почему это безопасно и так далее.
примерно за период год, например, по телефонам мобильным нам удалось повысить качество данных на 20%, что привело к прибыли в дополнительных несколько миллиардов рублей, естественно. Кроме того, такой системный подход нам позволил подумать о запуске новых вещей. Например, мы поняли, как нам правильно интегрироваться с государственными органами и начали выстраивать элементы подтверждения, паспорта, чтобы клиент не ходил в офис или еще куда-то. Сотруднику не нужно тратить время свое на то, чтобы уточнить паспорт и еще что-то, он сразу просто переходит к продаже. GDPR вступил 25 мая 2018 года. Это новый регламент, он ужесточает требования закона по обработке персональных данных в части обработки и защиты. Европейский регламент, он как раз распространяется не только на организации, которые находятся на территории Европы, но и за пределами Европы. Поэтому внимание для тех, кто обрабатывает данные клиентов из Европейского Союза и у кого есть дочерние организации, находящиеся на территории Европейского Союза. Когда мы таргетируем рекламу клиентам нашим, которые находятся на территории Европы, соответственно, мы сразу подпадаем под действие GDPR. Одно дело, когда мы отправляем нетаргетированную рекламу, мы говорим о наших продуктах, это одна история. Когда мы изучаем геолокацию клиента, понимаем, что он в Европе находится, и предлагаем ему зайди в соседнее кафе и получи скидку, все, мы попадаем под действие GDPR и очень должны понимать, как это будет влиять на банк и какие требования возлагает европейский закон. Ну и, соответственно, отслеживание действий субъектов, я это уже сказала, это геолокация. Ключевые аспекты GDPR. Для финансовой сферы это новая история. Мы крупный банк, но мы никогда не вели реестр процессов в части обработки персональных данных. Крупные банки ведут реестры процессов, чтобы понимать вообще, какие процессы в банке существуют. Второе. Концепция проектируемой конфиденциальности. Здесь надо посмотреть, какие процессы уязвимы в части персональных данных, какие меры принимаются и что будет происходить в случае вдруг нарушения этих требований. Следующий слайд. Перенос данных и право на забвение. Перенос данных. В российском законе нет такого права у субъекта прийти и запросить все свои данные на каком-то ресурсе, который он мог бы предоставить в другую организацию или в другой банк. Право на забвение. Это чисто формулировка не российского закона, а GDPR. У нас есть право на удаление данных, клиент может заявить. Если клиент просит удалить свои данные, а продукты в банке есть, то мы ему обосновываем, почему отказываем. В основном, что говорит GDPR? Надо уметь правильно защищать. Если утечка произошла, но у вас есть быстрое реагирование на это, вы понимаете, какие данные утекли, то тут все-таки вопрос штрафов, он достаточно решается сейчас, по крайней мере, в текущий момент он решается более лояльно. Мы сравниваем штрафы. Безумные, конечно, штрафы GDPR, особенно максимально 20 миллионов или 4% от годового оборота группы. Это даже не от одного банка. Группа ПАО – это достаточно большая группа компаний. И наш штраф по российскому закону – это 75 тысяч рублей, это максимальный штраф. Еще одна участница DataCon Central Asia Айнура Саганбаева. Она рассказала, как используют данные в работе своего небольшого бизнеса, организации языковых курсов. Данные, говорит Айнура, для нее инструмент общения с клиентами. Вообще для любого предпринимателя очень важно работать с различными инструментами, особенно с теми инструментами, которые предоставляют данные. Потому что, мне кажется, без цифр управлять чем-либо это практически невозможно.
Сегодня конкуренция на уровне продукта уже практически завершается, и сегодня в тренде клиентоориентированность, умение восхищать клиента. И сегодня клиенты пойдут ровно туда, где не просто они покупают товары и услугу, а где они получают эмоции и желательно какое-то предвосхищение, какие-то неожиданные приятные вещи. И для этого, безусловно, тоже нужно собирать данные. То есть каждый процент, каждое имя, каждая единица как клиент, оно должно иметь конкретное имя, и там должен быть такой начертан хороший портрет этого клиента со всеми его предпочтениями, привычками, какими-то хобби, знания о членах семьи и так далее. И вот когда есть эти данные, то управлять бизнесом становится гораздо легче, особенно когда есть много инструментов, много CRM-систем. Я посмотрела несколько систем CRM и выбрала для себя UDS. У меня оцифрована полностью моя клиентская база. Каждый клиент, который приходит в мой бизнес, я тут же у себя в телефоне вижу. Вижу, кто это, вижу возраст, вижу все его данные, потому что он добровольно берет нашу клубную карту. Затем через разные инструменты маркетинговые, такие как push-уведомления или как информация об акции или новости, я могу общаться непосредственно с клиентом. Но самое главное и ценное для меня, что в этом приложении я получаю обратную связь. Только обратная связь от моих клиентов дает мне шанс улучшить свой бизнес. Потому что другого источника о качестве моих услуг мне негде брать. Только клиенты могут дать реальную, поставить диагноз, что происходит в моем бизнесе. И возвращаясь к теме работы с данными, умение не только читать данные и анализировать их, но и правильно определять, какие вообще данные нужно собирать. Это тот навык, который позволит человеку конкурировать с технологиями. Как по-вашему, в условиях экономики, где люди превращаются в роботов, какими навыками должны обладать молодые люди, чтобы найти свое место? Я думаю, что сейчас политики не особо фокусируются на том, что сделает с рынком труда искусственный интеллект. Я думаю, что фокус должен быть на обучении компьютерным наукам, информатике, прогнозной аналитике, способности работать со сценариями. Думаю, это навыки будущего. В отчете Всемирного экономического форума говорится о самых 10 востребованных навыках. В числе первых креативное образование, умение решать проблемы и эмоциональный интеллект. К сожалению, этим навыкам в наших школах не учат. Но когда я в первый раз была в Индии в 2017 году, то узнала, что там киноиндустрия – это не только то, что мы видим в кинотеатрах. Киноиндустрия в Индии внедрена даже в школах. У них есть целый предмет – кинопедагогика, и есть учебники по этому предмету с 1 по 12 класс. Это я привожу как пример. Почему кинопедагогика важна? Чтобы делать кино, мало просто взять камеру, снять и смонтировать. В первую очередь дети должны найти тему для фильма. Они должны изучать, какие проблемы есть в обществе, и это развивает у детей наблюдательность и умение выявлять проблемы. Чтобы видеть проблему, они должны быть наблюдательными и любознательными. Когда находят проблему, теперь перед ними задача, как донести ее до сообщества. И здесь развивается такой навык, как сторителлинг, тоже очень важный и нужный сейчас. Затем следует написание сценария, тоже очень важный навык. А потом, чтобы снять фильм, нужно же собрать команду из креативных людей, режиссеров, актеров, монтажеров. И тут у детей проявляется еще один важный навык – управление креативным процессом и людьми, human management. Кино учит, как вести себя перед камерой, ораторскому искусству, художественному мышлению. Теперь у нас фильм снят, и его надо продвигать, в том числе в социальных сетях. И тут уже нарабатываются маркетинговые навыки. То есть во время всего процесса производства фильма дети могут приобретать самые необходимые навыки, без которых сейчас не обойтись. И в Индии кино внедрили уже в систему образования. Тему креативного образования мы поднимем в нашей программе еще не раз. Следите за трендами современного мира вместе с нами. На сегодня все. Менее чем через неделю смотрите новый выпуск программы Capital на кыргызском языке. К Международному дню защиты детей поговорим о детском труде и трудовом воспитании. Всего вам доброго.